участники приступили к выполнению задания. В аудитории по компетенции медицинского и социального ухода студентам сегодня предстоит выполнить сразу 2 модуля. На каждый из них отводится по часу. По сценарию нужно провести осмотр пациента. Вас ничего не беспокоит, ничего не болит у вас? Все. Я измерила вам пульс, но еще я измерила вам ЧПП. У вас все нормально. Все нормально. За действиями студентов пристально наблюдают эксперты со всех уголков республики. Именно они в последующем выберут лучшего из лучших в своей профессии. Оцениваем функциональное состояние больного. Сюда входит измерение артериального давления, пульса, измерение частоты дыхательных движений. Ну и дополнительно еще, как они владеют этой методикой мытья рук, дезинфекции рук, как они утилизируют использованный материал. Ну и по ситуации, какую помощь они могут оказать. Пока одни участники уже приступили к выполнению задания, другие ждут своей очереди. Среди них Ириза Дзязикова. В своих силах она уверена, но при этом немного волнуется. Делится, что к чемпионату готовилась усердно, планирует сдать все 7 модулей на отлично. Я впервые участвую в данном конкурсе, так как в прошлом году не участвовала. Но я уверена в своих силах и, конечно же, постараюсь завоевать хотя бы призовое место, так как все медицинские манипуляции мы учили, мы сами занимались, преподаватели, мы все это знаем, но будем стараться. Всего сегодня на площадке колледжа соревнуются участники по компетенциям технология моды, кооперативная защита от внутренних угроз информации и туризм. Последним предстоит сдать всего 4 модуля за 3 дня. На первый им дают 3,5 часа. Оно заключается в подборе тура, то есть они подбирают на сайтах различных туроператоров или же в системе слетать.ру турпродукт, турпакет целый клиенту. Далее они составляют по этому турпакету презентацию. По этой презентации они составляют, также должны сдать экспертам коммерческое предложение, составляют, как и официально делается все у нас договор, заявка клиента, и также составляют остальные документы, которые необходимы, именно которые входят в турпакет для клиента. Это все происходит как в турфирме. После прохождения самого сложного первого модуля участникам предстоит проявить себя в клиентоориентированности. Демонстрировать способность будут на экспертах. Впереди студентов ждут еще 2 дня соревнований на региональном этапе. Отберут самых лучших в каждой категории. Они уже будут представлять Ингушетию на отборочных этапах чемпионата России. Соблюдается очень много правил и положений. Регламент очень строгий этого чемпионата. Мы обязаны ознакомить с конкурсными заданиями, с инфраструктурными листами, с техникой безопасности, везде протоколы. Это все очень серьезно проверяется. В чем особенность чемпионата? В том, что ребята соревнуются, и никто не знает, кто победитель. Ни главный эксперт, ни эксперты группы оценки, ни индустриальный эксперт. Только когда мы закрываем систему и генерируем итоговый протокол, РКЦ, сейчас уполномоченная организация данного чемпионата, это Северо-Кавказский топливно-энергетический колледж. Региональный оператор от уполномоченной организации получает этот итоговый протокол одновременно с главным экспертом, и они узнают, кто стал победителем. И уже на награждении только это объявляется. Всего в республике представят 20 профессионалов в каждой компетенции. Результаты регионального этапа будут известны 30 апреля. Адам Гулоев, Абдулмажид Халухоев, Новости 24.